800 мобильников, более 50 литров алкогольного суррогата и 5 литров чистого спирта изъяли сотрудники регионального УФСИН на этапе доставки в исправительные учреждения. Пресечено 29 попыток передачи запрещенных предметов. Такие данные были озвучены на коллегии ведомства по итогам работы в прошлом году и ближайших перспективах. Основная задача — увеличение численности привлекаемых к труду заключенных. Сейчас в УФСИН действуют 12 центров трудовой адаптации. В прошлом году количество трудоустроенных увеличилось на 300 человек. Исправительными учреждениями произведено различной продукции на 374 миллиона рублей. Необходимо отметить, что развитие производства в колониях, создание новых рабочих мест для осужденных было бы невозможно без поддержки правительства Республики Коми, представителей органов законодательной и исполнительной власти региона. За счет региональной поддержки оборудовано 26 учебных мест для осужденных, приобретено деревообработочное оборудование, которое позволило создать 13 современных рабочих мест. Труд осужденных можно использовать для сортировки мусора. С такой инициативой выступил представитель партии «Зеленая альтернатива» в Госсовете Коми Виктор Бетехтин. Он считает, если осужденные не по тяжелым статьям станут заниматься сортировкой ТКО, то смогут приносить ощутимую пользу государству и экологии. В исправительных учреждениях у нас есть люди, которые должны исправляться. А так почему бы им не исправляться для пользы общества? К чему? А к тому, что почему бы нам не сделать так, потребовать от правительства Республики Коми, чтобы у нас были созданы мусоросортировочные комплексы. Только пускай эти комплексы будут находиться у нас где? Правильно, на именно территории ФСИН. И пускай люди, которые находятся у нас на исправлении, занимаются полезным трудом для наших граждан, для общества. Партия «Зеленая альтернатива», которую представляет в парламенте Коми Виктор Бетехтин, разделяет мнение депутата и предлагает распространить эту инициативу на все исправительные учреждения России.